центра Якутска. В общем-то, вчера мы поехали в магазин, маленько затарились. То есть прикупили кое-какие вещи, которые нам необходимы для работы с автомобилем. В частности, там, для обслуживания EBL и все такого. Что, начнем? Да, давай. В общем, купили вот такие вот не откатные, а эти. Короче, страховку делать, чтобы можно было машину задомкратить. Тут подстраховал. Такие взяли. Пригодятся нам. Потому что безопасность превыше всего. Так, что у нас тут еще? Вот такой вот нашел съемник, фильтра снимать. Также взяли вот такой съемник, это у нас нужен будет колодки зажимать, когда будем менять колодки, цилиндрики. Чик его и прижал. Все. Не надо там его долбить этими молотками, все такое. Аккуратно сжал, поменял колодки. Работает. Самый ништяк, что мы купили вчера, это вот это, да? Да, это вообще прям классная штука. Это я заколебался этими плоскогубцами снимать эти промутики, а сейчас у нас будет все четко. Вот. Здесь такой есть зажим. Вот он. Вот что-то он. Тут такой зажим. Его завел. Хлоп. И она так и остается в таком положении. Видишь, просто хомут снимается и все. Надо рожать, вот так сделал и все. Очень удобная штука, особенно если кому где-то там внизу, сзади. Короче, везде можно им подлезть. Да, классная вообще штука. Взяли его, купили. Вот такие пережимные взяли, пережимать шланги, это чтобы тосол не вытекал и все такое. Тоже, кстати, вот распаковочка. Ни разу тоже клевая вещь. Взяли вот такой, допустим, маленький у нас шланг. Взяли его вот так вот. Открутили. Вот. Считай, шланг вставили сюда. И зажали. Передавили. Тоже. Они есть вот разных размеров. Есть большие, есть маленькие. Всякие разные. Надо еще их купить будет потом. Еще классная штуковина такая. Так, что еще? Тут вот шлангов диаметром 10, 15, 25, 45 миллиметров можно делать. Все, со шлангами мы уже работать спокойно можем. Немножко поехали, купили химию. Скоро будем делать обзор. Не то чтобы обзор, а как мы будем делать раскоксовку суксида. Раскоксовка в принципе будет лайтовенькая такая. Почему? Потому что мы выбрали для нее Валеру. Не буду я демиксидить, потому что это очень... демиксидить по геморройное дело такое. Как бы. Просто сделаем профилактику двигателя. Почистим его от лишнего нагара немножко и все. Чуть-чуть уберем. Взяли Валеру, фенная раскоксовка. Также взял я новый фильтр. Новый воздушный фильтр обязательно. Масло ZIG. Почему ZIG? Потому что оно, оно себя позиционирует больше для прочистки двигателей. Такое лучшее у него чистящие средства, по сути. X7, не знаю, попробуем. Я езжу на ZIG, нормально, в принципе, год. Езжу, будем его такое заливать. Но прежде чем ZIG залить, мы помоем двигатель после раскоксовки МПА-2. Kama Oil. Попробуем, посмотрим. В принципе, промывочное масло любое нормальное. Они все однотипные. Можно заливать абсолютно любое. Что еще мы из химии взяли? Купили мы очиститель электрических контактов. Взяли. Взяли мы вот такую штуку. Это у нас, типа ВДшка. Карклинеров набрали и все такое. Что еще? Такой шприц есть. Делать раскоксовку. Откачивать. Пока нету ассоциатора этого. Но есть вот такой шприц. Тоже имеет место быть. Я раскоксовывал. В принципе, нормально. Вот.
свечной ключик есть. В общем, такие вот все инструменты у нас пока что есть. А самое что прикольное, что мы взяли, это вот такую вещь. Мы ее скоро будем испытывать и пробовать. Это у нас промывка топливной системы. Сервис Line фирма выпустила 208. Это что-то типа BG, замена на BG, короче. Мгм. У нас такой есть гуру, Андрей Тоскин. Вот он как бы посоветовал 208 взять, попробовать. Мы посмотрим, попробуем его, добавим в свою систему, покатаемся. 100 километров я хочу на нем проехать, попробовать почистить форсунки. Но штука очень опасная тем, что нельзя ее заливать в грязные баки. Если в баке есть какая-то эмульсия, отложение, это все может полететь в форсунки. Прежде чем ее заливать, надо смотреть бак. Есть такое у нас. Разберемся. Я думаю, мы научимся ей делать. Или научимся делать свою машину сначала. И потом уже буду делать приус и все такое. В принципе, все то же самое. Так что надо провести испытания, надо посмотреть, как что она работает. Ну а так приезжайте к нам на батарейки, элементы есть. Заказали элементы, придут скоро элементы у нас. Работаем. Да, работы будет Работаем много. на качество. На качество работаем, клиенты у нас довольны. Но пока все хорошо. Пока все хорошо идет. Всё нормально. Такие дела. Ну, всем пока. Приезжайте к нам в ГЗ-центр. Будем делать ваши машины, проводить ТО. Ну а дальше уже будем смотреть. Можно даже, в принципе, какие-то ремонты делать, конечно. Но надо. Я здесь все расскажу, все покажу после диагностики.